Для информационной войны характерно то, что ее участники пытаются получить преимущество над противником, а не победить или полностью уничтожить его. Она включает в себя манипулирование информацией и пропаганду. Основные задачи – повлиять на систему ценностей людей, изменить их поведение и способ мышления, лишить способности сопротивляться. Для этого лучше всего подходит телевидение. Как не стать жертвой любых манипуляторов, расскажет Эмиль Умиталиев, президент компании «Кыргызконцепт». О том, почему так важно развивать критическое мышление, почему так важно критически мыслить, изучать информацию с разных сторон и не позволять никому, в том числе средствам массовой информации, думать за себя. Говорим сегодня с президентом компании «Кыргызконцепт» Эмилем Умиталиевым. Для чего необходимо уметь понимать, когда тобой манипулируют, когда тобой не манипулируют, для чего необходимо уметь критически относиться к любой информации. Критическое мышление – это поиск альтернативы, альтернативной информации в первую очередь. И второе – это способность подвергать сомнению, но разумному сомнению. И искать причинно-следственные связи, задавая множество вопросов. А задавать вопросы тоже нужно уметь, и этому способствует только открытое общество, только демократия и свобода слова. Вы знаете, по поводу задавания вопросов сразу же хочется у вас спросить. Всегда есть некое такое убеждение, что задавать вопросы – это все равно, что выглядеть глупым. Но откуда вот это вот, по вашему мнению, навязанный стереотип? Потому что на самом деле задавать вопросы – это получать ответы на то, что тебя волнует, на то, что тебя интересует. Это рабская психология, это манкуртизм. И в советское время нас били, как мы тогда говорили, по башке за то, что задавали вопросы. И нельзя было задать вопрос и поставить неловкое положение названному руководителю, потому что вертикаль власти, диктат, он требовал слепого подчинения. И задавать вопросы было опасно и взрослым, и детям. Поэтому помалкивать – это было лучшим способом выжить. А в демократических обществах люди, которые создали более конкурентные сообщества в мире, они с помощью этого с помощью умения задавать вопросы, достигли прогресса. Покупать товары наш человек научился. Но товар производит система, а система управляется информацией, и в первую очередь и носителями информации являются политики. А вот политики производят услугу, и вот наш человек, не научившись выбирать товар, не научился выбирать услугу, общественную услугу, которую производят политики. Почему? Потому что сравнивать услугу политиков как общественную услугу можно только в условиях политического плюрализма. Когда есть политический плюрализм, когда есть открытые, легальные, непреследуемые оппоненты, тогда гражданин может сравнивать предлагаемые политиками или их оппонентами услуги и выбирать лучшую услугу или лучшую политическую силу, получая от них информацию. Хочу попросить вас провести еще одну аналогию по умению работать с информацией для личностного роста, для своей личной конкурентоспособности. То есть нужна ли личность, что дает личности умение относиться к информации правильно. И под правильным я подразумеваю не брать сразу на веру, а уметь и понимать, что могут быть и другие ракурсы, из других точек зрения. Мне 57 лет утверждали, что доллар рухнет. Но уже 58-й год моей жизни, как был доллар самой важной и крепкой и надежной валютой в мире, так он и остается. Но до сих пор каждый день встречаются громогласные обещания, что опять вот не сегодня, завтра доллар рухнет. И все, кто верил этой лжи, они проиграли в конце 80-х годов и особенно в начале 90-х годов. Очень многие вокруг меня, родственники, друзья, сограждане, потеряли свои активы, потеряли свои деньги, которые накапливали всю свою жизнь. По 50 лет они потеряли разом в одно мгновение.
А я относился к той волне предпринимателей, которые, наоборот, укрепили свой стартовый капитал благодаря правильному изучению информации и правильному отношению к активам, в том числе к доллару. И сегодня тоже мы стоим на пороге таких событий, когда, поверив в лжи, какая-то часть населения может подвергнуть себя кризису и обнищанию, теряя свои накопленные многолетним трудом активы. Но если правильно следить за информацией и уметь задавать вопросы, и следить за причинно-следственными связями, то можно и нужно сберегать свои активы, не обманываясь на пропаганду. Когда есть факт и ложь, то истины посередине не бывает. У человека есть бизнес, человек должен этот свой бизнес продвигать. И мне кажется, когда когда речь идет о своем капитале, то люди становятся более честными и более явно видят, более честными перед собой и более явно видят, где факт, где ложь. Да, предприниматель, он более мотивирован отличать факт от пропаганды, но в первую очередь это достояние свободы. И несвободный человек, он вынужден подчиниться доминирующей политической силе и политической услуге, которая может через пропаганду искажать информацию. В свободном обществе свободный человек, он получает информацию из больших источников и имеет возможность сравнивать и получать наибольшую выгоду для себя, для своего общества и для своей страны. И у каждого человека сегодня есть возможность воспользоваться и путешествовать как можно больше в успешные страны, в успешные города. Это сразу меняет сознание. Спасибо вам большое. Спасибо вам.